Тимур, сейчас в социальных сетях возникла полемика, связанная с тем, что ранее президент Рауль Хаджимба тоже предлагал принять закон о продаже недвижимости. Вас лично это коснулось тоже. Не могли бы вы эту ситуацию прокомментировать? Я хотел бы прокомментировать ситуацию, связанную с моей личностью. В группах социальной сети снова публикуют о якобы моей заинтересованности рынка недвижимости, будучи депутатом 5-го созыва. Обращаясь к нашему обществу, порядочным и честным людям, заявляю, что, будучи депутатом 5-го созыва, я не лоббировал вопросы рынка недвижимости, апартаментов, чьи-либо интересы, также и свои личные интересы. Будучи депутатом 5-го созыва, я голосовал за мораторий рынка недвижимости. Это несложно проверить. Также считаю, что мы не готовы юридически, экономически, демографически, политически к функционированию рынка недвижимости. Однако, как народный избранник, представляющий интересы нашего народа, я принимал активное участие в различных вопросах, которые в компетенции депутата парламента. В том числе вопрос рынка недвижимости, который в тот период президент Хаджимба предложил нашему обществу к обсуждению. Но наше общество было против, и вопрос был закрыт в очень короткое время. Вчера, 21 июля, на собрании общественности города Гагра я в своем выступлении подчеркнул вышесказанное. В нынешнее время, вот уже второй год, президент и его окружение вместе с олигархами, превратив силовые структуры в личную охрану, лоббируют агрессивным образом закон, который не имеет ничего общего с интересами народа и государства. Законопроект об апартаментах – это не вопрос политической борьбы, это вопрос национальной безопасности. Несмотря ни на что, готовы пойти против народа лишь президент, ближний круг президента и олигархи. Также очевидно, что сторонники апартаментов начали бессмысленную травлю между западной частью Абхазии и восточной Абжуйской, поставив одних на плоскость патриотов, а других противниками экономического развития Восточной Абхазии. Думаю, избитая фраза «разделяй и властвуй» на этот раз не сработает по объективным причинам. Мы не допустим еще один переселенстрой. Это невозможно. Всевышний даровал нам землю, чтобы мы ее сохранили, а не для того, чтобы ее продавали. В заключение хотел бы обратиться к людям без совести и чести на своем родном языке. Дарбен заалак, зыжлар зжо архак юксот.